Именно за такой теплый тембр голоса и неповторимую манеру исполнения песен на сцене его и полюбил абхазский зритель. Наверное, нет в нашей стране человека, который бы не слышал знаменитые строки из музыкальных произведений, спетых Рафаэлем Гагуле в составе вокально-инструментального ансамбля «Апсны-67». Говорить о заслуженном артисте Абхазии Рафаэле Гагуле в прошедшем времени тяжело. Человек, которого все любили. Именно так о нем вспоминают друзья. Людмила Гумба, Надар Сагари и Геннадий Бебе почти 25 лет делили с ним не только сцену, но и многие жизненные проблемы. То, что он был одарен, это одно. Дальше. С очень тонким юмором. У него всегда были такие шутки, такие анекдоты. Даже если очень плохое настроение, он всегда его мог поднять. Был удивительно хлебосольный, всегда хотел, чтобы вот так вот пригласить, посидеть, хорошие тосты произнести. И очень любил застольные песни. Мы вот так вот сядем за столом и начинаем петь народные песни. Это для него самое было главное. Он очень любил. Он был очень позитивный человек, очень открытый, очень приветливый. Тех, кто его знал, и они очень его любили. Он был такой простой, и в компании он был душевный. Сразу обращал на себя внимание, и сразу, как говорится, в него влюблялись все. С Геннадием Бебе Рафаэль Гагуле познакомился еще в школе. Любовь к народной музыке и танцам объединила друзей. Еще с детства будущий солистом школьного хора Рафаэль Гагуле мечтал стать артистом. Вообще он мечтал поступить в ВГИК, быть актером хотел все время. У него все данные для этого, можно сказать, были. Он себя вел даже вот с нами в обществе где-то, он всегда какие-то анекдоты рассказывал, кого-то копировал. И все просто поражались его таланту. Рафаэль Гагуле в составе ансамбля «Апсны-67» более 25 лет. Однако из-за болезни артисту пришлось оставить любимое дело. Именно поэтому в последние годы коллектив активно не занимался творческой деятельностью. Теперь же представить группу без Рафаэля Гагуле практически невозможно. У нас группа, которую привыкли вот зрители видеть, среди нас Рафика, который отличался, он был солист, постоянно пел все вот эти заглавные партии. И без него как-то у нас не лежала душа к творчеству. Нам все казалось, что все пройдет, его недуг, и мы снова начнем работать. И вот сейчас, вот когда была свадьба его сына, мы все, естественно, там пели, взяли микрофон и поем. У него голоса не было, но он взял микрофон и вот так рядом с нами стал и стал артикулировать, вот типа он вот с нами поет. Люди там все так расстроились, и с одной стороны, и с другой стороны просто хлопали, видя, а у него душа рвалась вот к сцене, к песне, и было очень больно, что больше мы его голоса не услышим, только в записи. Рафаэль Гагуле ушел, не дожив до своего 65-летия. Совсем небольшой для абхаза возраст. Он мог еще многое сделать, спеть немало новых песен и радовать абхазского зрителя своей неповторимой манерой исполнения. Рафаэль Гагуле ушел, но оставил незабываемый след в музыкальной культуре страны. Гугуца Вардания, Инала Гухава, Абхазское телевидение.